В Сухуме солнечные дни. Кипит и жизнь первого кинофестиваля мирового уровня «СИФ». В Абхазии вообще очень любят кино, потому бурное обсуждение фильмов, короткометражек на совершенно разных языках мира происходит повсюду. Акулы театра и кино, режиссеры, фотографы, да и просто те, кого интересует настоящее кино со смыслом, фестиваль вмиг объединил всех в здании Русдрама. У фестиваля большое будущее и для кинематографа, и для культурной жизни страны. Это большой прорыв, считает известный актер и режиссер, премьера фильма которого «Спасибо деду за победу» состоялась в день открытия фестиваля Тимур Астания. Сам фестиваль для меня тоже это открытие, это большое открытие не только для меня, для всех нас, жителей Абхазии. Впервые через такую вот нишу, через такой пласт мы пытаемся принять в себя, впитать такой целый культурный очередной пласт, можно сказать так. Поэтому он очень важен для всех, для нас, тем более, что в Абхазии на сегодняшний день насчитывается очень много молодых режиссеров, которые уже закончили, которые учатся. Молодые люди хотят идти учиться и развиваться, расти в этом поприще. Поэтому этот кинофестиваль для нас, я думаю, это большая перспектива для всей республики. 32 короткометражных фильма от начинающих и уже опытных режиссеров из разных стран представлены на суд абхазского зрителя и, конечно же, профессионального жюри. В последний день конкурсной программы были показаны такие фильмы, как «Костик», «Половинки», «Последнее лето» и другие. После просмотра фильмов зрители, среди которых очень много молодежи, охотно делились впечатлениями. Мне очень понравился фестиваль, все очень интересно, показывают очень интересные фильмы, эмоции просто зашкаливают, потому что столько народу, приехали из разных стран, и это все очень интересно. Интересно смотреть фильмы, которые привезли из Франции, из Германии, и очень все интересно и нравится. Продюсер фильма «Черная мамба» Асма Шибу из Туниса рассказывает, что когда узнала о фестивале короткометражных фильмов на одном из веб-сайтов, она, не задумываясь, подала заявку. Я никогда ранее не слышала об Абхазии, лишь перед поездкой прочитала о стране в интернете. Я очень счастлива, что прошла отборочный тур, и мне посчастливилось приехать. Люди здесь очень улыбчивые и дружелюбные. Сивонг Бэй из Южной Кореи представил фильм «Две стороны реки Думан». Ранее он не слышал об Абхазии, но, прочитав о нашей стране, он понял, что случайный выбор фильма оказался кстати. Тема, поднятая в короткометражке, это сложные отношения между Южной и Северной Кореей. Тема свободы и независимости, которая, безусловно, нам очень близка. Я много читал об Абхазии и понял, что у наших стран есть много общего. И я очень благодарен за возможность поучаствовать в фестивале. В Абхазии очень красиво, просто сказочная страна. Фильм «Кто-то» немецкого кинорежиссера и сценариста Марко Гадге показывает, что начать с нуля всегда возможно, несмотря на обстоятельства. Фильм основан на реальных событиях. Марко говорит, что несмотря на то, что Абхазия достаточно далеко от Германии, он нашел возможность приехать и не пожалел об этом, ведь фестиваль проходит на высоком уровне. Данный фестиваль интересен тем, что он является своеобразным миксом разных культур, народов. Потому фильмы, представленные здесь, очень интересны. И я стараюсь не думать о фестивале как о конкурсе. Я просто наслаждаюсь тем, что здесь происходит. После каждого просмотра по традиции проходит обсуждение фильмов. У зрителей есть прекрасная возможность спросить у режиссеров о процессе съемок, чем они и пользуются. В целом, первый Сухумский международный кинофестиваль проходит на позитивной волне. Организаторы масштабного мероприятия говорят о том, что было сложно, так как это первый подобный фестиваль в Абхазии, но тем не менее все получилось. Все ли получилось так, как хотели? Я думаю, на 80% точно. В любом случае, даже сейчас можно сказать, что фестиваль все равно состоялся. И если спросить участников, то тоже все довольны. По условию, может, некоторые участвовали уже в некоторых фестивалях. В принципе, как первый фестиваль, я считаю, что у нас все получилось. Сухумский международный кинофестиваль стал настоящим праздником для жителей и гостей столицы. Он, несомненно, будет жить и развиваться. И если в этом году программа состояла исключительно из короткометражных фильмов, то в последующие годы фестиваль будет открыт для полнометражного и документального кино. Нала Кове, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.